Новые поправки Госдумой России рассмотрены сразу во втором и третьем чтении. Это значит, что с 1 января 2024 года меняется порядок по призыву граждан на военную службу. Изменения коснулись возраста призывников. При рассмотрении в первом чтении проект закона предусматривал этот пункт с 21 года до 30 лет. Позже было принято решение установить границы для призывного возраста с 18 до 30 лет, так как именно в этом возрасте бывает много желающих отдать долг родине. Новый порядок начнет действовать со следующего года. Раньше призывной возраст от 18 до 27 лет, теперь же этот возраст увеличили до 30 лет. С 1 января 2024 года граждане подлежат призыву от 18 до 30 лет. Тот гражданин, кому исполняется 31 декабря 27 лет, то есть он под действие этого закона не попадает. Еще одно важное изменение. Отныне в стране принято решение о создании единого реестра повесток с личными кабинетами граждан. Нововведение поможет ставить на воинский учет призывников без явки в военкомат. Военнообязанные смогут вносить изменения в сведения реестра о себе через госуслуги. Сейчас во всех комиссариатах России идет работа по подготовке к системе, которую планируют запустить уже в конце августа. Для того, чтобы призывника оповестить, необходимо было сначала его найти, а потом вручить повестку. Теперь же такой необходимости нет. Повестка может электронно прийти через госуслуги, личный кабинет гражданину, либо же направлено письмо по адресу, заказное письмо с уведомлением, и с этого момента гражданин считается оповещенным. В этом случае теперь военным комиссариатам будет попроще работать с призывниками. Еще одно изменение. Сейчас военнообязанный, который получил повестку, не имеет права выезжать за границу. Система автоматически закрывает для него доступ. А если гражданин получил повестку и не явился в военкомат, в указанные сроки в отношении него вступает в силу меры временного ограничения. Сможет совершать какие-либо сделки с недвижимостью, например, зарегистрировать транспортное средство. Ограничения будут наложены на водительское удостоверение. Также он не сможет заключить кредитный договор. То есть он придет в банк, ему банк с ним не заключит кредитный договор. Также законодательство разрешает органам государственной власти, субъекта Российской Федерации принимать еще дополнительные меры ограничения в отношении данного гражданина. Вступили в силу также изменения в постановку и снятие с воинского учета. Раньше для этого нужно было личное присутствие гражданина. Отныне можно оформить заявление через госуслуги. А с нового года вступает в силу законопроект об административной ответственности за неявку в военкомат и уклонение от воинской службы. Сейчас, если гражданин получил повестку и не явился в военный комиссариат, то штраф на него будет от 10 до 30 тысяч рублей. Раньше такой штраф составлял до 3000 рублей. Если организация, где гражданин работает или учится, не предоставляет сведения по первоначальной постановке на воинский учет или не вручает повестки гражданину, повестки военных комиссариатов, то должностное лицо организации будет оштрафовано от 40 до 50 тысяч рублей. Юридическое лицо от 350 до 400 тысяч рублей. Все вышеперечисленные изменения, которые приняты Государственной Думой, вступают в силу уже с 1 января 2024 года. Рина Сычуева, Асхаб Белакеев, Новости 24.